вот здесь вот это здесь монтируем. Это монтаж 721 программы «Ачаршулар». Ее бессменный автор Гульсина Ниязова. 15 лет назад вместе с ней начинали небезызвестные журналисты Генриетта Горбачева и Альвина Добрянская. «Ачаршулар» в переводе с татарского «встреча». Поначалу это было рабочее название, а потом оно прижилось и как нельзя лучше стало отражать концепцию программы. Современный «Ачаршулар» — это тележурнал, повествующий о культуре, быте, экономике и последних событиях татарского народа. Мне кажется, у меня самая благодарная аудитория, потому что это единственная программа на татарском языке, я уже говорила, и поэтому у людей просто нет выбора, хотят или не хотят, они смотрят. А вот когда люди постоянно смотрят передачу, они к ней привыкают к ведущему, и уже воспринимают это все как должное. За 15 лет программа завоевала немало наград. Помимо российских городов, «Ачаршулар» побывала на фестивалях в Турции, Германии, Болгарии и Казани. И практически всегда привозила очередную награду. Вспомни какую-нибудь программу центрального телевидения, Московского федерального телевидения, где программа держится 15 лет. Так что «Ачаршулар» ожидает только одно – возраст гражданской зрелости, это через год. Значит, она получает паспорт, гражданство. Я думаю, нет никаких поводов, чтобы сомневаться в долгожительстве этой программы. Судя по отзывам среди постоянных зрителей программы, в последнее время стало больше молодых людей. По мнению автора «Ачаршулара» Гульсины Ниязовой, главное, чего удалось достичь, добиться интереса татарской молодежи к родной культуре и языку. Александр Стучебров, Денис Осколков, Вести, регион Тюмень.